Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире новый выпуск программы «Секреты татарской кухни». А это значит, что у нас сегодня новый рецепт и, конечно же, новый замечательный гость. Встречаем заслуженная артистка Республики Татарстан, очаровательная Марина Самкова. Мариночка, добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы лично знакомы, поэтому можно обняться. Да, я с удовольствием. Марина Самкова, певица, заслуженная артистка Республики Татарстан. Родилась в Казани, окончила дирижерско-хоровое отделение Казанского государственного института культуры и искусств. Дипломант Всероссийского конкурса эстрадной советской песни в городе Сочи. Лауреат международного фестиваля фольклорно-эстрадной песни в Тунисе. Лауреат Всероссийского конкурса эстрадной песни «Звездный Олимп» в Москве. В репертуаре авторская, популярная, советская, танцевальная, тематическая, фольклорная и джазовая музыка. Марина, расскажите, пожалуйста, чем вы сегодня собрались кормить ведущего программы «Секреты татарской кухни»? Да, у нас будет два блюда. Так, это будет салат. Вот мясо это приготовлено для говядина. салата. Но салат получается достаточно сытный, поэтому... На второе у нас рыбка. Также с большим количеством овощей в запеченной фольге. Отлично, отлично. Вы прям попали в точку. И мясо, и рыба, все, что я люблю. Так, начинаем с салата. Да, начинаем с салата. Мы берем кусочек мяса. Так, ну, кстати, какое-нибудь задание нет, дайте тоже. Да, мы берем два перца красный, желтый, и давайте желтый, возьмем. Ага. Чтобы было красиво. Ага, как режем? Полукольцами? Да, пополам. Пополам, пополам. Да? Марина, ну расскажите нашим зрителям, что же такого вкусного еще на вашей кухне бывает? На самом деле я очень люблю экспериментировать. И вот что касается мяса, я его могу и с тестом сочетать, и с картошечкой, как очень любят в татарской кухне, и просто с лучком, и с зеленью, и с овощами, и, в общем, в любой вариации, как только возможно, поиздеваться над мясом. Ну, то есть любовь к кулинарии, она присутствует? Да, когда есть хорошие продукты. Я люблю хорошие продукты. Перчик у нас готов, мясо готово. Мы сейчас что будем с мясом делать? Мы сейчас мясо обваляем в специях, в маслице. И только потом будем жарить? Да, подсолнечном. Почему подсолнечное масло должно присутствовать? Потому что мяско, когда, значит, оно обвалено в масле, оно не отдает так сильно сок. Все-таки сохраняется достаточно такая сочная. Потому что кусочки у нас маленькие, и они при жарке могут слегка подсохнуть. Так, какие Это специи нас используем? спасает. По вкусу обычно. Так, приправа для мяса. Да. Марина, пока все это делаете, все-таки у нас в гостях певица, и хотелось бы что-нибудь услышать. Ну-ка, я пока проверю. Ароматник. Что можем исполнить вот для начала? Ну, конечно, музыка для души, да? Мы сядем рядом наедине и, открываясь тайной луне, мы разыграем блюз 4 руки, чтобы не знать былой тоски. Мистер Блюз, я бреду за тобой, как в бреду. Мистер Блюз, в час ночной стань моим, будь со мной. Браво!
Мясо для нашего салата уже готово, сейчас мы будем его мариновать. Так, специи. Для этого приготовили вот они специи. Вот они у нас готовые, да? Это такой обычный набор Наборчик. специй для говядины. Чуть-чуть соли. И я предлагаю еще перчик. Так. Сколько оно должно вот так втомиться в маринаде? Смотря какое мясо. Ну, вот телятина. Телятина 20-30 минут. 20-30 Не минут. больше. И заливаем все растительным маслом. Растительным маслом. Скажешь, когда стоп. Достаточно. Достаточно? Да. Все это мы сейчас обваливаем. Вот так аккуратненько, чтобы все пропиталось одинаково. Мгм. Оставляем мясо мариноваться и переходим к следующему этапу приготовления нашего салата. Продолжаем готовить наш салат. Мясо у нас замариновалось. Да. Сейчас мы его обжарим. Включаем плиту. Мы не добавляем масла, да, сюда? Мы не добавляем масла и аккуратненько, красиво выкладываем кусочки. Вот примерно так. Руслан, помогай. Ага. Марина, я продолжаю свои каверзные интересные вопросы. Творческий Пробуй. путь. С чего все началось? Когда серьезные такие уже были конкурсы, я не знаю, в студенчестве, в школе? На самом деле, вот на удивление, я хочу сказать, что начала я с любви к хореографии. Да. Все школьные годы я практически плясала. Но природа, она ведь зовет, и заменяя каких-то, так сказать, не пришедших вовремя артистов, мне приходилось То есть все знали, всегда у нас есть Мариночка. Да, исполнять Пожалуйста. и роль певицы. Выручала, да выручалась. Что стала понимать, что, оказывается, публике-то это нравится. А самое главное, нравится себе. Руслан, я предлагаю, вот на салат у нас практически все готово, то есть уже в том процессе, что осталось только порезать и разложить, да? И сейчас мы давай займемся рыбкой. Так. Рыбку, как обычно, нужно приправить специями. Вот Специй ты принесла немного. это красный перец. Это красный перец, да. И лимон. Лимончик берем, значит, его мы... Лимончик нужно обязательно... Продавить, вот так да? вот, да, продавить, для того, чтобы сок легче у нас Выжимался. выжимался. И Кстати, вот вообще так мы- лучшая приправа для рыбы – это вот лимонный сок. Да. Всегда. Вот лимончик мы, значит, обильно полили. И вот в ту емкость я бы хотела для салата приготовить рукколу, поскольку мы за лимон уже взялись. То есть тоже заливаем Руккола лимонным имеет, соком. да, слегка такую небольшую горчинку, поэтому лимон ее отбивает. В салате нам горчинка ни к чему. Там достаточно других вкусов разных. Вот рукколу можно полить также обильно. И тоже пока оставляем ее томиться. Да, ее оставляем. Пока рыбка у нас приобретает нужный вкус, мы с тобой приготовим овощи. Это тебе, Ага. это мне. Кабачок. Еще понадобится помидор, Помидор. и белый лук. Так. Кабачок мы, наверное, Кольцами? половиночку достаточно. Ага. Так. Можно кубиками. Можно Не кубиками? принципиально. Самое главное, чтобы было удобно укладывать на кусочки филе. Для того, чтобы рыбка получилась сочной. Но, как я и люблю говорить, для того, чтобы блюдо получилось сочным, приправим его песней. Песен, на самом деле, у меня масса. Мне однажды задали вопрос. Составь, пожалуйста, список своего репертуара, потому что нужно показывать заказчику. Я говорю, ну это невозможно. Я просто недельный, надо мне отпуск брать для этого, чтобы хотя бы составить список. Потому что за такой практический опыт уже работы на сцене, я, кстати, 28 лет на сцене, поэтому легче всего спросить заказчика, чего же он хочет сам. Да, и от этого я буду исходить и составлять список. Вот. И мне хочется сегодня спеть песенку моего коллеги по институту, который я закончила, Институт культуры и искусств. Марат Ибрагимов, между прочим, он тамада, достаточно популярный уже сейчас. Марата даже я знаю. Да, Марат Ибрагимов. Вот он написал мне в те годы эту замечательную песню, до сих пор я ее очень люблю. И вот когда мы, значит, ездили на гастроли по Австралии с ансамблем «Казань», эта песня имела достаточно такой хороший успех. Ой, моя доля, долюшка, горе, печаль. Ой, я любила милого, не замечал. В хороводе с девицами, милым подружкам свидание при мне назначал. Ой, я стою, не знаю, чи плакать ли мне. Сердце мое не камень, тоска по тебе. А мой
батюшка с матушкой, супротив волюшки, свадьбу готовят. Ой, я бы вслед за милым на край убегла, ой, я б ему родному дитя родила, для него лишь жила бы я, ох, как любила бы я, но он с другой. Браво, браво. Вот так вот, друзья, интересно и очень музыкально у нас сегодня на кухне. Оставайтесь с нами, мы продолжим буквально через одно мгновение. Дорогие друзья, вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем, и сегодня у меня в гостях очаровательная певица Марина Самкова. Марина, еще раз здрасте. Марина поразила меня своим вокалом, поразила теми рецептами, которые мы до сих пор пытаемся приготовить. Все очень интересно. Итак, мы сегодня готовим салат из говядины и из телятины. И на второй у нас рыба. Вот как раз к рыбе мы возвращаемся сейчас, потому что телятина для салата у нас пока еще томится на огне. Рыбу мы замариновали красным перцем и соком лимона. Здесь мы порезали перчик болгарский, кабачок. Что еще для рыбки нам нужно? Для рыбки нам еще нужно лук. Да, белый лук. Я доверяю. Да. И помидорчик. И помидорчик. Мария, поговорим немного о твоем творчестве. Вот ты рассказал, что уже были у вас гастроли в Австралию, как раз про Марата мы сегодня вспомнили. Что вот еще интересного можешь нам рассказать? Ну, на самом деле, за мою творческую жизнь было очень много интересного. И не хватит даже нашей программы, на самом деле. Было море приглашений после, естественно, разных конкурсов. Вот в частности, после конкурса, после первого моего конкурса в Сочи, это было еще конкурс советской песни, эстрадной советской песни, где в жюри председателем был Саульский, где, значит, в жюри были Долина, Кобзон и... Но нам достаточно фразы Кобзон, это уже Лещенко, да, статус просто конкурса. всех даже уже и не вспомнишь. Вот. Статус был высокий, действительно, он транслировался по Первому каналу, поэтому после И там ты заняла первое место? Нет, это не первое место, это был диплом. Но в таком конкурсе и диплом получить, мне кажется, да, сложно. Первые места это были... Пугачева. Это были ученики Лещенко, Долиной, Лины Архангельской, которая привозила потрясающих учеников после своей джазовой школы Петербурга. Вот. Для меня писали тогда музыку. Мне кажется, республика должна помнить это имя такое, как Исхакхан. Да? И Татьяна Доброва. Вот такими нашими творческими дружными силами мы собрали мне репертуар, и я поехала. Поскольку до этого я еще не занималась совершенно профессионально на сцене, как вокалистка, поэтому у меня, в принципе, большого опыта не было, у меня репертуара не было, и вот, так сказать, что собрались, и мы поехали. Но все сложилось удачно. Наверное, в силу какой-то Потому что это природы, да, природы, которая она дана, она бывает дана человеку, и никуда от нее не денешься. Как и сегодняшнее наше блюдо. Мы его готовим, и никуда оно от нас не денется. Так. Чтобы продолжить процесс, нам нужно сейчас в первую очередь обдать кипяточком лук. Так, секундочку. Для того, чтобы ушла из него горечь. Вот, обдали кипяточком. Горечь, я надеюсь, ушла из Так. него. Все ингредиенты у нас собраны. Достаем фольгу. Есть фольга у вас? У нас все есть. У вас все есть, замечательно. Так, это вот у нас будет берем. противень. На него мы положим уже готовые кусочки. Берем филе. Ты Каждый по выбираешь чуть-чуть. свои кусочки. Побольше. Да. И рядышком их выкладываем. Первый слой лук. Так, лук. Прошу вас. Далее пошла помидорка. Но мы здесь не солим, не перчим пока, да? Я думаю, что нужно будет чуть-чуть добавить сверху, потому что все-таки рыбка и овощи у нас абсолютно пока не подсолены, да? Добавить? Можно мне, конечно. Да, да. Далее. Далее пошел перец. Перчик. Так. Марина, вот после окончания Института культуры, куда пригласили работать,
Приглашений, я не скажу, что было много, но, в принципе, в филармонию, и в городскую филармонию, и в государственную филармонию я могла себе позволить, но, наверное, я, наверное, не созрела еще для того, чтобы вот сразу войти в какую-то среду артиста. Я сама не созрела для этого. Поэтому мне нужно было набраться опыта, мне нужно было пописать альбомы, поработать в студиях, поработать над собой, с большими коллективами. Тогда, кстати, тоже еще только начинающими коллективами, но уже очень достаточно известными, как «Шарм», «Мгновение». И для того, чтобы филармония почувствовала, что к ней пришла артистка стоящая и уже с накопленным репертуаром и опытом, вот для этого мне нужно было пройти свой собственный путь. Ну вот, затем я созрела до городской филармонии. Так, сейчас мы к этому разговору вернемся, ну а сейчас рыбку надо отправить, мы ее посолили. Все слои выложили. Так, Закрываем. Закрываем. Все очень просто. Сколько готовится это блюдо? Так, в разогретой духовке до 180 градусов, я думаю, что 20-25 минут, не больше. Как раз за это время мы успеем сделать наш салатик, к которому мы вернемся. Ну, а сейчас отправляем наше блюдо номер 1 в духовку. Рыба в фольге под овощами. Филе красной рыбы сбрызнули лимонным соком, посыпали красным острым перцем и оставили мариноваться несколько минут. Тем временем подготовили овощи. Кабачок нарезали кубиками, а лук, помидоры и болгарский перец тонкими колечками. На лист фольги выложили замаринованную рыбу, сверху накрыли нарезанными овощами, немного посолили, а края фольги плотно завернули. Запекали рыбу в духовке при температуре 180 градусов 30-40 минут. Что там у нас мяско делает? Ну, мяско у нас Очень здесь хорошо. ароматненько томится. Да, все там замечательно. То есть пока крышкой накрываем, пока оставляем? Накрываем, пока оставляем. Уже испарения идут очень хорошо. Так, для салата мы, кстати, напомним зрителям, что мы рукколу залили лимонным соком, Да. порезали перчик. Вот с перчиком нужно еще проделать такую штучку, как, значит, попассеровать его. Ага, немножечко. сейчас мы это сделаем. С маслицем. Так, что еще остается у нас? У нас остается еще помидорка черри, которую нужно разрезать пополам. Мы берем один огурчик. Марина, продолжаем наш интересный разговор. После работы в Казанской филармонии уже известная, успешная Марина Самкова. Как продолжала свою творческую жизнь? Ну, может быть, на первый взгляд это было бы сказано банально. Как продолжала? Ездила по конкурсам, участвовала, старалась добиваться каких-то еще результатов. Сколько стран? Это же и Австралия, и Тунис, да, Европа. Тунис был, фестиваль-конкурс фольклорной песни. Я пела песни на русском языке, именно фольклорную музыку, чтобы понять той стороне, приглашающей стороне, понять, насколько широка Страна и моя красиво, родная. да, и красиво звучание вот этой настоящей истинной фольклорной музыки России. Дорогие друзья, сейчас наступает самый красивый момент приготовления нашего салата – оформление его. Прежде чем оформить, нам нужно приготовить соус для заправки. Соус готовится из бальзамического уксуса, 1 столовая ложечка. Так, Соевый соус, поскольку Сколько? мы совершенно не употребляем здесь ни соли, поэтому у нас немножечко вот для остроты. И 3 столовые ложечки масла оливкового. Оливкового. И соус готов. И немножечко лимона. Ага. Сюда я в большую емкость отправляю листья салата. А я перемешиваю. Все это по желанию, по вкусу. Сделаем набор, да? Так, наливаем. Наливаем сюда. Ага. Отлично. Чуть-чуть мы его перемешиваем, чтобы он пропитался. Сюда добавляем рукколу. Напоминаю, Еще одну. руккола у нас, она мариновалась в лимоновом соке. Да. Так. Вот у нас готов первый слой. Как бы база нашего салата. Как мы это будем? Вручную, вилкой? Вообще-то всегда такие вещи готовятся руками. Поэтому, Пожалуйста. Руслан, смело бери в свою Так. тарелку, да. И забираем салат.
выкладываем по вкусу. Дальше кладем красиво, как нравится, огурчики. Вот такой вот. Я все-таки посмотрю, как Вот сделаны такой шашлыки. пучочек, просто с краешку. Ага. Потом берем наш готовый перчик. Перчик. Также рукой разного цвета. Ну, прям играет красками наш салат. И на свой вкус выкладываем помидорки черри. Здесь уже по желанию. И самое главное Мясо. – мясо. Это самое большое удовольствие, особенно когда оно с овощами. Можно я покажу зрителям твою тарелку? Дорогие друзья, приятного аппетита, если вы это делали параллельно с нами. Ну, а мы попробуем это прямо сейчас. Оставайтесь с нами. Теплый салат с телятиной. Телятину нарезали на небольшие кусочки, замариновали в специях и оливковом масле, а затем обжарили на сковороде. Болгарский перец нарезали полукольцами и пассеровали. Листья салата и рукколы заправили соусом, который приготовили из оливкового масла, бальзамического уксуса, соевого соуса и сока лимона. На плоскую тарелку выложили заправленные листья салата, сверху положили обжаренный болгарский перец, украсили нарезанными огурцами и помидорками черри. Сверху выложили кусочки обжаренной телятины. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также подписывайтесь на наш канал на Ютубе. Марин, посмотри, как все красиво здесь. Хорошо. Итак, Я начинаем с согласна. салатика. Ой. Внимание. По-моему, неплохо. Удивило. Мне кажется, вот при помощи вот этого соуса все эти овощи и мясо заиграли и замечательная И запели. гармония получилась. Но переходим к морепродуктам. Попробуем. Попробуем. Очень много получилось сока. Видимо, овощи у нас только с грядки. Да. Вот это полезное блюдо, которое очень быстро готовится. Ну как? Рыбка неплохая. Позвольте, попробую я. Руслан, я очень хотела тебе угодить. Угодила. Yes. Ты знаешь, мы прежде всего должны сказать спасибо тебе за эти два замечательных блюда. Действительно, они были и красивые, и вкусные. Молодец. Спасибо. И от нашего партнера я хочу вручить тебе подарок. Кукмарский завод металлопосуды дарит тебе настоящую качественную сковородочку. Компания Кукмара представляет инновационную линейку посуды с мраморным покрытием. Друзья, не ошибитесь при выборе. Обратите внимание, на всех изделиях Кукмарского завода металлопосуды имеется литой фирменный знак в виде логотипа Кукмара. Покупайте только оригинальную посуду. Я очень рада, что все получилось, потому что, как я уже говорила, вот этот микс событий на вашей кухне, он для меня, по крайней мере, впервые, чтобы меня на кухне просили петь, разговаривать о моей творческой жизни и одновременно готовить, значит, какие-то изысканные блюда. Я считаю, что и салат у нас изысканный, правильно? На все 100 баллов. Да, вот, праздничный. И я очень счастлива, что получился праздник, у нас получился. Но, как говорится, мы не прощаемся. С вами мы встречаемся каждую неделю. Марину вы можете увидеть на лучших творческих площадках нашего города. И мне хотелось бы завершить свой визит сегодня гениальной фразой. Ветер жизни иногда свиреп. В целом жизнь, однако, хороша. И не страшно, когда черный хлеб. Страшно, когда черная душа. Я хочу, чтобы вы все, дорогие зрители, телезрители, берегли своих близких, любимых, берегли себя и берегли свою душу и те ценности, которые нам завещались свыше. Все мы любим жизнь, но на миг остановись и попробуй разберись, а кого же любит жизнь. Наш каждый день сплошной сюрприз и шар земной, то вверх, то вниз. Попробуй знать, что хочет жизнь. Она нам дарит чудеса, игры полны ее глаза и звезд волшебных небеса.
Жизнь любит смелых у руля, и бедняка, и короля, и кто поет с ней ла-ла-ла. Мы любим жизни каждый час, просто будем петь сейчас, и эта жизнь полюбит нас. Это была программа «Секреты татарской кухни». Увидимся на следующей неделе. Сау булак, дуслар. Пока-пока. Вот. Браво. Не пропустите в следующей программе. Восходящая звезда нашей эстрады Элвин Грей готовит романтический завтрак для влюбленных.